Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаверлер. В студии для вас работает Асан Алибаев. Сегодня в нашем выпуске. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов провел совещание с представителями подрядных организаций. В крымской столице активно ведется работа по устранению нарушителей дорожного движения. Анонимное письмо заставило дорожников исследовать мосты. В Крыму продолжаются кадровые изменения. В Крыму продолжаются кадровые изменения. Глава администрации Ленинского района Крыма Александр Мачуцкий подаст в отставку. Об этом сегодня на заседании Президиума Госсовета Крыма сообщил глава республики Сергей Аксенов. Администрацию Ленинского района Крыма с октября 2014 года возглавлял Александр Мачуцкий. Будет сегодня принято решение об отставке главы администрации Ленинского района. Сегодня он сейчас меня ждет, он напишет заявление, поскольку, к сожалению, и уровень развития района, и вообще обстановка в районе, я имею в виду с точки зрения работы органов государственной власти, как минимум, это мягко так говорю, оставляет желать лучшего. Безразличные люди в органах власти работать на руководящих должностях не будут. Сегодня в Государственном совете Республики Крым прошло заседание Президиума. В ходе встречи чиновники вспомнили о крупном катаклизме в Ялте. В этот день, 90 лет назад, сильное землетрясение вызвало настоящую катастрофу. Этому посвятили выставку из фотографий и документов, посвященных катастрофе. На заседании Президиума чиновники сообщили о том, что депутаты от партии «Единая Россия» победили на всех выборах, проводившихся в Республике Крым в единый день голосования. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил важность работы МФЦ и сообщил, что в случае образования незаконных очередных списков будут приняты административные меры. В этом году у нас достаточно будет жесткая позиция по отношению к руководителям исполнительной власти, которые являются созерцателями, наблюдателями за происходящими процессами, а не участниками и не теми людьми, которые должны этими процессами заниматься, организацией этих процессов. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг выполняет 112 услуг. В скором времени запланировано строительство модульных МФЦ в Первомайском, Раздольнинском, Советском и Нижнегорском районах. В этом году МФЦ оказано более 1 миллиона услуг, сообщает директор центра. В 2015 году это было всего лишь 90 тысяч услуг, в 2016 492 тысячи услуг. И по состоянию на 1 сентября этого года мы уже перевыполнили показатели 2016 года. 64% занимают услуги Госкомрегистра. Это самые востребованные услуги, ни для кого не секрет. И очереди, которые формируются недобросовестными гражданами, они в общем-то, именно за услугами Госкомрегистра, за всеми остальными 111 на данный момент услугами, которые предоставляются в МФЦ, таких очередей нету. Самое большое в Крыму отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг открылось в Симферополе. Оно расположено в Киевском районе города по адресу улица Мотозалки, 17В. Здесь уже открыли 40 окон для обслуживания, где оказывают 54 вида государственных и муниципальных услуг. Мы даже открыли, если мне не изменяет память, на 6 окон больше, чем должны были это сделать по плану. Понимая, что в Симферополе огромный, колоссальный спрос, прежде всего, на услуги Госкомрегистра, связанные с оформлением, переоформлением прав на объекты недвижимости, земельные участки, мы специально сделали все для того, чтобы в городе Симферополе вот этот повышенный спрос удовлетворять. Строительство школ и детских садов в Бахчисарае отстает от графика. На место возведения объекта выехал представитель Госкомнадзора Заур Смирнов. Там он провел совещание с представителями подрядных организаций. Султания Истакаева с места событий. В 7-м микрорайоне Бахчисарая строительство детского сада на 260 мест отстает от графика на целый месяц. Сейчас строители только выполнили работы по железобетону, приступают к заполнению стен и отделке внутренних помещений. Еще один проблемный объект – школа по улице Мира. Отставание объекта по графику более 5 месяцев. Сейчас строители ведут работы по армированию стен. Также на участке устраняются все проблемные вопросы. На совещании с председателем Госкомнадзора чиновники оправдываются. Были проблемы с подрядчиками. Обещают, что исправят все ошибки и ускорят темп работы на участках. Существуют, естественно, некие проблемы с точки зрения сроков. Были проблемы с проектировщиками. В настоящее время подрядчики ускоряются, наращивают объемы, темпы. И надеемся, что мы выйдем на планируемый уровень работы.
Также в этом году в Бахчисарае начнется строительство 168-квартирного дома для реабилитированных граждан. На данном этапе все документы в процессе заключения. Чиновники подчеркнули, что уже нужно готовить списки очередников и учитывать мнение сельских жителей. Так как в правом поле дом строится на территории города Бахчисарая, и в основном только жители или люди, прописанные в городе Бахчисарае, могут получить квартиры. Чтобы город сегодня отработал этот весь вариант, и сельские советы предоставили, я не знаю, количественно какой будет процент отдан сельским советам, чтобы предоставили сельским советам по 2, по 3 хотя бы каждому, чтобы они могли закрыть проблему на своих на местах. На встрече председатель Госкомнадзора дал поручение местным чиновникам поставить на квартирный учет жителя Бахчисарая Максуда Мазманова. Накануне мужчина обратился за помощью к Зауру Смирнову. Специалисты проверят все документы, и на их основании будут выданы квартиры Максудбею и еще 3 семьям. Справедливость восторжествует, и я думаю, в доме, который в ближайшие дни начнет строиться в Бахчисарайском районе, это 168 квартир, и в 2018 году, к концу 2018 года дом будет сдаваться, эти семьи вместе с другими получат уже новое жилье. Заур Смирнов лично будет контролировать строительство данных объектов и совместно с администрацией Бахчисарая примут меры для решения проблемных вопросов в кратчайшие сроки. Султания Ситакаева, Иван Евдокимов, телеканал Миллет. Власти Симферополя через неделю временно вернут на прежнее место остановку общественного транспорта на площади перед центральным рынком. Об этом сегодня сообщил заместитель главы администрации Симферополя Кирилл Скороходов. Он также пояснил, что выход временный из-за отсутствия средств на ремонт дороги. Проект вышел из экспертизы. Стоимость расширения дороги с переносом возле центрального рынка составляет около 30 миллионов рублей. Эвакуаторы атакуют нарушителей, или, если говорить иначе, в крымской столице активно ведется работа по устранению нарушителей дорожного движения. Как работают эвакуаторы, расскажет наш корреспондент Энвер Аблязис. В такой ситуации может оказаться каждый. Если в ГАИ поступает жалоба о нарушении ПДД, сотрудники автоинспекции совместно с эвакуаторщиками выезжают незамедлительно. Ну, все происходит очень просто. Инспектор ГИБДД вызывает, или мы едем за ним, выявляет нарушение. И происходит эвакуация. Пока эвакуатор не тронулся с места, хозяин пришел, автомобиль возвращается. Его никто не увозит. Водители эвакуаторов рассказывают, часто попадаются нервные и агрессивные нарушители. Они пытаются остановить процесс погрузки, обзываясь и вступая в физический контакт. Хотелось бы обратиться к водителям. Зря вы на нас ругаетесь, обзываетесь. Законы придумали не мы. Мы просто исполнители. На всю погрузку уходит около 3 минут, после чего автомобиль увозят на штрафплощадку около центрального рынка. В это место по адресу Субхи-1 привозят автомобили, припаркованные в неположенном месте. С момента прибытия эвакуатора проходят буквально 2 минуты, и машина отправляется на штрафплощадку. Остается ждать только водителей, которые приедут за своими автомобилями. По словам нарушителей, они оставляют свою машину под запрещающим знаком всего на несколько минут. Однако это не меняет сути нарушения. Нет, больше не буду на тротуаре оставлять. Это будет для меня уроком. Подъехал только узнать, все, вышел, он не понял. Думаю, вас 2108 на разборку забрали или как? Ну, гостеприимный Симферополь, гостеприимный. В среднем за одно нарушение водитель платит около 3000 рублей. В сумму включена работа эвакуатора и простой автомобиля на штрафплощадке. Вот что говорят симферопольские водители о причинах нарушения правил парковки. Нет парковок, вообще их нет. Особенно в центре их мало. Здесь и где еще? На улице Серова 10 машин. Мало стояночных мест бесплатных. Сейчас у нас контингент людей такой, что им проще где-то заехать на тротуар какой-нибудь и поставить машину там бесплатно, чем на стоянку платно. Ежедневно на штрафплощадку привозят десятки автомобилей, однако с начала работы эвакуаторов в случае неправильной парковки сократились, а пешеходные зоны немного открылись. Энвер Аблязис, Рамазан Аливапов, информационная программа «Хаберлер».
Крымский мост возглавил тройку самых известных инфраструктурных проектов Российской Федерации. Он обошел по известности космодром «Восточный» и судостроительный комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. По мнению большинства граждан, Крымский мост позитивно скажется на развитии экономики страны. За это проголосовали 39% опрошенных, повысит уровень жизни населения 22%, улучшит социально-экономическую ситуацию в регионе 24% и создаст современную инфраструктуру в регионе 19%. В социальных сетях появилась недостоверная информация о закрытии крымско-татарских групп в Бахчисарайском детских садах и в школе номер 5. Какова ситуация с изучением родного языка на самом деле, как проходят занятия, расскажет наш корреспондент Алимия Кайбулаева. Вот так весело проходят занятия по музыке в детском саду «Вишенка» в Бахчисарае. Здесь это единственная билингвальная группа. Малыши изучают два языка – русский и крымско-татарский. Благодаря такому обучению налаживается коммуникация разных этноязыковых групп. Приобретаются дополнительные лингвистические знания. Учебно-воспитательный процесс проходит у нас по рабочей программе с обучением крымско-татарскому языку. Это басама-чеклар и чешме. А также мы используем в своей работе региональную программу «Крымский веночек». Дети в игровой форме закрепляют два языка. Родной крымско-татарский язык в дошкольном учреждении прививается с помощью игр, песен, стихотворений и других методов. Результат налицо. Маленькая София в свои 4 года уже талантливый чтец и участвует во многих конкурсах. А это детский сад «Гнездышко» на 310 детей. Здесь крымско-татарский язык изучается в 2 группах. Внимание уделяется и культуре крымских татар. В классах оборудованы специальные тематические уголки. Раньше они назывались крымско-татарские группы. Обучение проходило на крымско-татарском русском языке. Сейчас они просто поменяли название, стали называться билингвальные группы. Родители к нам приходят, пишут заявления и идут с удовольствием к нам. И у нас список детей, вы видели, именно крымско-татарские фамилии. Так что сказать, что у нас нет таких групп, это неправда. Зарема Эмирамет – воспитатель с 20-летним стажем работы. Занятия она проводит на русском и крымско-татарских языках. Сначала материал изучается на одном языке, затем повторяется на другом. Наша съемочная группа уже побывала в нескольких детских садах города Бахчисарая и убедилась в том, что крымско-татарский язык изучается. А какова ситуация в школе номер 5, узнаем прямо сейчас. Мне нравятся уроки крымско-татарского языка. Я на них пишу, читаю, выхожу к доске. Обучение на крымско-татарском языке здесь проводится с 1 по 9 классы. В 10 и 11 классах язык изучается как предмет. Если есть необходимость, то учителя имеют право объяснить материал на русском языке. Большая проблема сейчас в 8 и 9 классах. На изучение родного языка здесь выделено мало часов. Проблема в том, что у них на изучение крымско-татарского языка и литературы определено всего лишь 3 часа на 2 предмета. Вот этого, конечно же, маловато. Но у нас еще в приложении нет возможности, либо это должна быть 6-дневка, которая сейчас родители не очень об этом думают и не хотят этого вообще. Тогда у нас остается вот в 8-9 классах по 3 часа. Не так давно в социальных сетях появилась информация о якобы закрытии крымско-татарских групп в бахчисарайских детских садах и в школе номер 5. Информация оказалась недостоверной. Об этом заявили в Управлении образования и молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района. Мы никоим образом не ущемляем права детей, родители которых хотят, чтобы дети изучали крымско-татарский язык. Если вы посетите эти группы, вы увидите, присутствует и национальный колорит, как русские матрешки, так и национальные символы крымско-татарские. Поэтому, по крайней мере, вот такие заявления о том, что группы закрыты, мы считаем просто безосновательными. Сегодня Управление образования Бахчисарайского района работает над оснащением необходимого оборудования в образовательные учреждения. Алимия Кайбулаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».
Анонимное письмо заставило дорожников исследовать мосты. Неизвестный заявил, что 2 сооружения в селе Украинка скоро разрушатся. Специалисты службы дорог выехали на место. Наша съемочная группа об итогах проверки. Вот эти локальные разрушения вокруг сливника никоим образом не влияют на несущую способность искусственного сооружения. Этому мосту уже более 60 лет. Недавно в службу автомобильных дорог пришло анонимное письмо с просьбой реконструировать сооружение. Дескать, мост скоро развалится. После проверки стало очевидным: состояние моста удовлетворительное, реконструкция не требуется. Есть определенные дефекты. Вот я прошу прощения, обратить внимание, что вот здесь ввиду протекания воды открылась арматура, защитный слой бетона выпал, но на восприятие нагрузки этого искусственного сооружения никаких влияний не окажет. То есть здесь это временной фактор, и восстанавливается это элементарной затиркой. Сейчас рабочие расчищают сооружение от пыли и сорняков, красят парапет, убирают прилегающую территорию. Таких мостов в селе 2, состояние одинаковое. Самих жителей сооружения не пугают. А что с ним? Хороший мост. Ну а что? Чем он плохой? Ну а что, мост стоит же, он же, если бы упал, бы другое дело. Я о нем ничего не знаю, честно говоря. Мне дорога просто здесь не нравится. Дорогу тоже здесь приведут в порядок. Пока реконструкция или строительство проводиться не будут, но ямочный ремонт сделают уже в этом сентябре. Дарима Тарсинова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. Студенты КФУ смогут экономить на поездках в городском общественном транспорте. В Симферополе начали действовать электронные студенческие льготные карты. Для получения льготной карты студенту необходимо обратиться в профсоюзную организацию своего учебного заведения и заполнить соответствующую анкету. В перспективе льготы будут предоставляться не только за проезд в общественном транспорте, но и на покупку товаров в супермаркетах, а также на питание в столовых вузов. Нововведение порадовало студентов, ведь теперь карта будет способствовать значительной экономии денежных средств. Во-первых, это огромная, колоссальная сэкономленная сумма для студента. Во-вторых, это удобство. В-третьих, это социальный проект, который со стороны студенчества я и мои друзья готовы поддерживать. По Российской Федерации данный проект уже движется. Хотелось бы, чтобы в республике он тоже реализовался как можно скорее. Пока я студент, и пока мы все еще студенты, чтобы успеть этим воспользоваться. Это супер проект, мы готовы поддерживать. В Крыму проект электронных студенческих льготных карт осуществляется при поддержке городской и республиканской власти. Мы хотим проявить заботу об учащихся высших учебных заведений нашего города. В ближайшее время будет проведен комплекс мероприятий, направленный на расширение возможностей данной системы и дальнейшего распространения льготной карты среди молодежи нашего города. Курорты Крыма входят в число самых популярных в бархатный сезон. Ялта, Алушта и Евпатория выходят в первую десятку популярных российских курортов. Таковы результаты рейтинга, составленного аналитическим агентством Турстат. Рейтинг основан на результатах анализа информации систем онлайн-бронирования объектов размещения туристов, говорится в сообщении агентства. По данным Турстат, отдых на курортах Крыма и Краснодарского края осенью бронируют в среднем на 10 дней. Причем тратят на отдых более 3000 рублей в сутки. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Не переключайте телеканал Милет. До новых встреч в эфире.